Добрый день! Здесь на телеканале Якутия-24 начинается передача «Эрудит». Я приветствую вас. И сегодня у нас волнительный финал. Наконец-то мы с вами дошли до самого зенита, до самого пика нашей передачи и узнаем, кто же в этой борьбе, в этой интересной игре займет первое место и докажет, что он гладиатор, который смог победить всех остальных и ответить на большее количество вопросов. Напомню, тем, кто подключился к нам впервые и еще не смотрел, обязательно посмотрите предыдущие выпуски. Напомню, как проходит игра. Участники отвечают на вопросы, один из них вырывается вперед и в конце выигрывает. Все очень просто. Для этого у них есть звоночки. Давайте проверим, ребята, звоночки. Звоночки работают. Кто же у нас сегодня сражается? Кто вырвался в финал и сумел локтями и умом пробраться на вершину нашего интеллектуального Олимпа? Это Кюней Забладская, которая представляет здесь городскую классическую гимназию, и также Владислав Лебедев, который представляет физико-технический лицей. Я думаю, что сегодня ребята в максимальной форме. Скажите, что-то с прошлых передач изменилось? Какие-то рубрики подтянули? Да. Что, Кюней? Математику и физику. Занималась прям по математике и физике денно и ночно. Владислав? Математику в основном тоже подтянул. Математику, да? Решили, что... Как хорошо, что мы сегодня не делаем упор на математику. Отлично, ребята. Но я думаю, что их учителя скажут нам спасибо, что уже есть какой-то выхлоп, какой-то плюс. Итак, конечно же, как и у всех больших интеллектуальных передач, у нас есть свои мощные спонсоры. И с одной стороны это компания Ростелеком, которая предоставит победителю доступ к ресурсу Ростелеком лицей на год. Я думаю, более чем достойный приз. Я бы сам хотел его забрать, но я всего лишь скромный ведущий, я не знаю так много, как знают наши ребята, у которых IQ явно больше, чем 120. Напомню также, что средний IQ на планете 90-110, а максимальный, прямо зашкаливающий, это 228. Больше этого ни у кого не было. Так вот, кроме этого у нас от Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова есть приз. Это квота на обучение по программе дополнительного образования. Мне кажется, в наше время дополнительное образование никому не повредит. Так что, вы готовы? Да. Да. Пожмите друг другу руки, пожелайте удачи. Сегодня нас ждет очень много интересного, и каждый вопрос может быть решающим. В первом туре у нас сегодня, кстати, ребята, все не так, как обычно. Вопросы сложнее, есть, как вы понимаете, где-то письменная работа. И когда мы будем подсчитывать баллы, мне кажется, я буду волноваться не меньше, чем ребята, потому что оба показали очень хорошие результаты в прошлых передачах. Напомню, смотрите передачу «Эрудит». Обязательно следите за тем, как чемпионы уходят. Выберите своего фаворита. А если вам понравится, то потом в следующий сезон, в следующем году, я думаю, мы также сделаем еще более феерично и сложно. В первом туре нас ждут варианты. Здесь будет как в тесте. Я даю слово Кюней, потом Владиславу, да, и варианты озвучиваю. Вам нужно будет ответить. Вот. И еще одно отличие. Тот, кто сегодня проиграет, под ним проваливается пол, и он падает в яму с огнем. Надеюсь, вы поняли, что я шучу. Там не огонь, а собаки злые. Ладно, шучу. Итак, вопрос первый. Какой из этих химических элементов при нормальных условиях, Кюней, светится в темноте? Магний, кремний, фосфор или сера? Фосфор. Фосфор, правильно. Слава, орбита какой из этих планет находится по соседству с земной? Венера, Меркурий, Плутон, Уран? Венера. Нет, Меркурий, к сожалению. Какой из этих чисел является наибольшим, Кюней, общим делительным чисел 16 и 24? 4, 6, 8, 12. Наибольшим? Наибольшим общим делителем чисел 16 и 24. 4, 6, 8, 12. 8. Верно. В каких единицах, Слава, выражается объем? Метр, литр, килограмм или час? Литр. Верно. Кюней, какое из приведенных слов означает вещество? Книга, линейка, свинец, мензурка. Свинец? Верно. Слава, что из приведенного является физической величиной? Инерция, взаимодействие, молния, вес. 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 Кюней, какая из единиц массы самая большая? Тонна, грамм, центнер, килограмм. Тонна. Верно. Слава, микология. Это наука о бактериях, о паразитах, о грибах или о микроорганизмах? О грибах. Верно.
Какую математическую фигуру, Кюней, носят на голове мужчины? Овал, пирамида, трапеция, цилиндр. Цилиндр. Слава, наука, изучающая царство растений. Ботаника, зоология, анатомия, химия. Ботаника. Верно. Кюней, как в математике называется зависимость одной переменной от другой? Пропорция, индукция, уравнение, функция. Функция. Верно. Слава, какой русский ученый в 1741 году написал оду в честь восшествия на престол Елизаветы Петровны? Менделеев, Жуковский, Ломоносов, Брадис. Ломоносов. Верно. Знаменитый, да, автор в классицизме. Дальше. Кюней, композитор, написавший музыку государственного гимна России. Александров, Пахмутов, Блантер, Соловьев, Седой. Первый. Александров, Пахмутов, Блантер или Соловьев, Седой. Александров. Верно. Слава, если плотность тела больше плотности жидкости, то тело тонет, плавает, всплывает или будет находиться на поверхности? Тонет. Верно. Кюней, какое из приведенных слов не является явлением? Инерция, диффузия, дождь, капля воды. Капля воды. Верно. Итак, Слава, какую часть от квадратного метра составляет квадратный сантиметр? 1/10, 1/1000, 1/100000, 1/100 000. 1/10 000. Верно. Но вопросы здесь в разминке у нас закончились. Дальше пойдут вопросы другого толка. Прежде всего хочу узнать у ребят, насколько сложно им показался этот тур. Интересно. Ну, интересно, да? Молодцы. Средний такой. Вижу, что вы одинаково отвечаете. Чуть-чуть в одном месте. Да. Слава поскользнулся. Вообще не страшно. Впереди много сложных вопросов. Интересный факт. Жители Папуа-Новой Гвинеи говорят более чем на 700 языков. Это около 15% всех языков мира. То есть, если мы с вами привыкли, что в Якутии говорят на 2, иногда на 3 языках, то там 700 языков. И понять своего какого-то дальнего сородича уже просто практически невозможно. То есть, если мы захотим с вами упростить жизнь, переехать в Папуа-Новую Гвинею, это будет не самое правильное решение. Как вы думаете, какие задачки у нас дальше пойдут? По-русскому или языки? Да, лингвистические задачки. Готовы? Да. Итак, нас ждут лингвистические задачки. Я надеюсь, филолог во мне не будет подсказывать ребятам какими-то сигналами тела или слова. На Востоке говорят, какой мост построишь, потому и перейдешь. Кюней, а что говорят русские похожим образом? На Востоке говорят, какой мост построишь, потому и перейдешь. А у нас есть другая пословица. Три, два. Прям вот аналог, только на наш Вот прям лад. аналог, да. 1. Есть вариант? Какой мост? Держись, Слава, не надо говорить. Нет. Какой мост построишь, потому и перейдешь. 3, 2, 1. Мгм. Нет вариантов. Что посеешь, то и пожнешь. Точно. Слава, на Востоке говорят, 2 руками трудно поймать 2 угрей. А что говорят у нас в России? За 2 зайцами побежишь. Погонишься, ни одного не поймаешь. Правильно. Кюней, англичане говорят, что камнем по кувшину, что кувшином по камню. А что говорят у нас? Вода камень точит? К сожалению, нет. Что в лоб, что по лбу. Слава, Я не знаю. англичане говорят, скажи дьявол, а он тут как тут. Что говорят у нас? Сейчас. Только классическую фразу, не ту, которую потом изменили несколько раз, а вот классическую. 3, 2. Вот у них скажи дьявол, а он тут как тут, а у нас 1. Нет. Нет, легок на помине. Кюней, немцы говорят, ошибки других хорошие учителя. А что говорят русские? Еще раз. Ошибки других хорошие учителя. А что говорят у нас? 1 раз отмерь... 7 раз отмерь, 1 раз К отрежь? сожалению, нет. На чужих ошибках учатся. А, Слава, немцы говорят, совершенные поступки в советах не нуждаются. Какой аналог есть у нас? Вот что-то уже случилось, уже советы не нужны. Прям я хочу показать телом, но я не буду. У нас уже финал, это уже серьезно. Последний раз. Совершенные поступки в советах не нуждаются. А у нас говорят Так. 3, 2,
Сначала думай, потом делай. Нет, ну рядом. После драки кулаками не машут. Это мы все знаем. Кюней? Казахи говорят, саранчи боятся, хлеба не сеять. А что у нас говорят? Саранчи боятся, хлеба не сеять. Казахи. 3, 2, 1. Есть? Нет. Волков боятся в лес не ходить. Вот. Ты. Интересный факт. День русского языка празднуется 6 июня. В день рождения, конечно же, кого? Александр Сергеевич Сергеевича Пушкина. Пушкина. Да, молодцы, оба знают. А Международный день грамотности отмечают 8 сентября, в честь рождения его жены Натальи Гончаровой. Итак, у вас есть листочки на ваших кафедрах. Что вам нужно делать? Путем складывания слов, которые я буду произносить, вы должны создать другое слово. И путем перестановки букв у вас получится что-то новое. Например, гроза плюс ров получится разговор. Гроза плюс ров, путем анаграммы переставления получится разговор. Хорошо. Тут будем так делать. Я буду говорить вам, вписывают, и кто первый готов, нажимает на звоночек. Тут уже не буду каждому давать, хорошо? Готовы? Да. Программа «Уродит» в самом разгаре. Выберите своего чемпиона, как говорится, и поехали. Так. Весна плюс рок. Носорог? Нет? Нет. Пока что у Славы есть возможность сейчас ответить. Если он ответит неправильно, возможно, Кюней получит переход. Весна плюс рок. Маленькую, даже не подсказочку, я бы сказал, что это уточнение, ребята, да? Где-то могут быть, да, в первом, например, может быть не слово, а фамилия. Я не сказал бы, что это подсказка, это скорее часть правил. 3, 2, 1. Нет, идем дальше. Это было слово Некрасов. Некрасов. Вы проходили у него, наверное, железную дорогу, Да-да-да-да-да-да-да-да. Мороз, красный нос. Черт. Идем дальше. Лик плюс пена. Не забываем нажимать на звонок. Угу. Вы идете прямо вместе нос к носу. Какое-то слово такое. Лик плюс пена. Лик плюс пена. 5. Не считайте. Возможно, это что-то живое. Так. У нас этого в Якутии практически не увидишь, но где-то в других краях, возле моря. И пропускаем. Пеликан. Кто-то, наверное, почти дошел до этого. Сложная, я смотрю, у нас рубрика. 3. Том плюс вата. Том плюс вата. Какое это слово из 7 букв? Том плюс вата. Это можно увидеть в университете, а можно увидеть где-то... Автомат. Молодец, молодец. Бар плюс соки. Бар плюс соки. Бар плюс соки. Что-то такое... Что-то такое кругленькое, такое солнечное. Бывает в банке, бывает, можно просто вот сразу им насладиться. 3. Абрикос. Верно. Дальше. Липа плюс нота. Липа плюс нота. Какое-то слово из 8 букв будет. Сложная рубрика. Я думаю, я бы вообще с ребятами бы, да, не стоял бы в одном ряду. Где-то в четвертьфинале бы слился и сказал: дайте мне еще домой винт, я пошел домой. Вот. А ребята прям борются и борются. Я бы выпросил. Итак, липа плюс нота. Что-то убегающее. Прямо что-то она вот прямо убегает, да убегает. Рога там где-то могут быть. 3. Антилопа. Антилопа, молодец. Боб плюс уста. Боб
плюс уста. Тут подсказывать не буду, скажу только, что сегодня не это. До этого еще есть время. Суббота. Молодец, молодец. Хорошо, у нас закончилась рубрика, где нужно составлять слова. Слава немного вырвалась у нас вперед. Вообще сложная рубрика? Интересно. Интересно? Какое слово тебе так прям в кайф далось, и ты рад? Автомат. Автомат. Интересно, что Слава, который ни в армии, ни в университете пока не был, так отгадал слово автомат. Как ты до него додумался? Ну, у нас в школе тоже есть автомат. У вас тоже Экзамен. автоматы есть? Чего себе? И на ОБЖ, и по экзаменам. А, и по экзаменам тоже. Вот этого я не учел. Класс, класс, молодцы. А, Кюней, какое слово тебе показалось вот прямо самым сложным? Самым сложным антилопа. Антилопа? Да. Хотя я сказал, что убегает и есть рога. Есть рога. Да. С абрикосом тоже. Я там подсказки старался давать. Ну хорошо, хорошо. Идем дальше. У нас с вами пойдут анаграммы. То есть не так, как здесь, а немножечко другие, где вам нужно вставлять слова в небольшие такие двустишия, которые я буду читать. Итак, я уточню, может быть, ребятам, я еще больше их запутал. Будет двустишие, и пропущено два слова. И в первом, и во втором предложении. И это одно и то же слово, если правильно букву переставить. То есть это пропущено два слова, но они состоят из тех же букв. Все, вы поняли. Хорошо. Приготовились? Да. Ручки на изготовку. Мозги включены на полную мощность. Во что-то, пропуск вот здесь, в что-то, сели моряки. Второе предложение. Что-то к чаю береги. Пропущено в, потом что-то, какое-то. Сели моряки. Потом к чаю береги. Давайте. Это и там пропущено по одному слову, и они состоят из тех же букв. Угу. Во что могут сесть моряки, и что можно к чаю беречь? И буквы те же. Думаем, думаем. Я боюсь, что какая-то даже минимальная подсказка сместит все, поэтому я боюсь даже открывать рот. Во что-то садятся моряки, и что-то к чаю береги. Сегодня это к чаю, кстати, уже не так часто используют, но в Советском Союзе и, наверное, ваши родители любили это к чаю. Ну, кстати, да. Ну, это отрежем. Это что-то второе можно посыпать чем-нибудь, макнуть в кофе, например. А в первом, ну, вот как-то можно в это запрыгнуть и поплыть по морю. Так, где-то есть прогресс. У меня ощущение, что они там сочинения пишут уже на эту тему. Кюней, что там так много слов ты написала? 9. Шлюпка, плюшка. Молодец. Шлюпка и Плюшка. Плюшка. Я прям вижу дым от их мозгов, как ребята максимально выкладываются. Молодцы. Второе. В синем небе что-то вьется, полный зерен что-то гнется. В синем небе, пропуск, вьется, полный зерен гнется. Слово из 5 букв. Так. Подсказку дал. Может меня за это наказать, но слово из 5 букв. В синем небе что-то вьется, полный зерен, он гнется. Вот то, что второе там слово, его часто изображали где-то на гербах Советского Союза. Какое-то такое прям было. Сокол, колос. Молодец. Колос и сокол. Да, да. Колосочек и сокол. Как сложно, честно, я бы тут не составил. Я бы, наверное, где-то бы лежал вот здесь и просто ребятам чай наливал. Потому что сложно, да? Третье. Готовы? Третье. Да. Здесь финальное, после этого будет другое. Кюней, мы верим в тебя. Хорош. Что-то из помидор. В дорогу. Что-то взял шофер. Хорош что-то из помидор.
В дорогу что-то взял шофер. Слово из 5 букв. Хорош и в помидор. Хорош из помидор. В дорогу кто-то взял шофер. Салат атлас. Молодец! Видимо, эта рубрика подходит. Хорош салат из помидор. В дорогу атлас взял шофер. Атлас и салат. Но теперь мы знаем, чем будет заниматься на досуге Q&A. Возможно, придумывать такие сложные задачки на будущее для школьников. Хорошо. Но интересная рубрика. Сложная, мозги размялись. Интересный факт. Теннисные мячи для Уимблдона хранятся при определенной температуре. Это 20 градусов по Цельсию, 68 по Фаренгейту. Если за этим не следить, то температура мяча, конечно, влияет на то, как он отскакивает. Иначе он может отскакивать слишком резко или слишком мягко. Вот. Я надеюсь, что наши участники хранили свой мозг в правильной температуре, чтобы сегодня здесь ответить максимально. Зимой они не переохлаждались, а летом они не сидели под 40-градусным солнцем, да? Да, да. Молодцы. Потому что за мозгом нужно следить, очень важный орган, на самом деле поглощает безумное количество калорий, да, и хотя в нем нет нервных окончаний, вот, кстати, я думаю, это вам известно, мозг не чувствует боли. Это единственное, что в нашем теле не чувствует боли. Тем не менее, за мозгом надо следить, чтобы и жидкости хватало, и витаминов, и минералов. Многие люди используют свой потенциал не на полную. В отличие от наших участников, которые пришли сюда и показали всей Якутии, как может отвечать восьмиклассник максимально на сложные вопросы. Узнаем промежуточно. Слава, есть у тебя из всего, что мы сегодня увидели, прямо какой-то интересный, запоминающийся тебе факт или вывод, который ты сделал уже? Очень интересные вопросы. Все вопросы Все интересны. вопросы. Но в последней рубрике Но последний лучше. ты тренировался? Нет. Нет? А как? Может, ты в детстве любил отвечать на загадки? Ну, отвечал, да. А, вот, ребусы всякие разные, да? Да, было такое. Молодец. Q&A, а какой сегодняшний вопрос или рубрика мне тебе показались вот самые прям интересные, запоминающиеся? Там, где мы с вариантами, там, где мы, может быть, задавали вопросы по саранчи бояться, хлеба не сеять от казахов. Это было тебе интересно. Ну, я думаю, что впереди еще очень много интересных вопросов, и кто бы из вас не победил, мы все за вас болеем. По ту сторону экрана родственники, друзья, одноклассники, будущий муж и жена сидят и смотрят на вас и говорят: ух, какие умницы. Готовы дальше? Да. Продолжаем. Нас ждут дальше длинные, развернутые вопросы. Я надеюсь, вы слушать умеете внимательно. Я постараюсь говорить максимально четко и медленно, что получается у меня не всегда. Поймите меня правильно, я тоже волнуюсь за ребят. Я видел, как они приходили к нам, как восходили на наш интеллектуальный Олимп. Вопрос первый. Это талисман, который носили на груди средневековые рыцари. Ему приписывали чудесное свойство. Якобы он способен предохранять воина от стрел и ударов. Философы древности, разрезая этот загадочный объект поперек, объясняли своим ученикам строение Вселенной. То есть он был наглядным примером для изучения астрономии. Во времена, у всех народов, во все времена ему приписывали лечебные свойства. И можно сказать, что в средние века утверждали, что даже запах его предохраняет от болезней. Растение это ценилось во времена крестовых походов. Что это? Растение? Да, в конце максимальная подсказка. Да, только тот, кто нажмет, сможет нормально ответить. Что это? Я кратко прибегусь. Якобы он способен предохранять от стрел и ударов. Дальше. Философы показывали на нем строение космоса. Во все времена ему приписывали лечебные свойства, а в средние века утверждали, что он может предохранять от заболеваний, в том числе от лук. Лук! Молодец! Логика? Логика. Да, Пава? Или ты вспомнил какой-то интересный факт вот из этих 3-4? Ну, по ОБЖ там готовились, там тоже были разные такие факты интересные. Но больше что подсказало тебе? То, что его разрезали? От болезней. От болезней? От болезней. То, что мы Болезней. вспомнили все клюв чумного доктора, где они внутрь клали чеснок, да, Чеснок, и лучок. лук. Да. Но это нам лишь подсказывает, что лук надо есть обязательно, особенно в наши времена, когда ОРВИ, ОРЗ и прочие ковиды блуждают по нашим всяким пространствам. Лук, чеснок обязательно ешьте, следите за здоровьем, чтобы как наши вот ребята быть в лучшей форме, потому что больной человек, который вот не следит за здоровьем, он не может показать максимальный интеллект.
Слава, есть ли у тебя совет, как ты держишь свой мозг в форме? Давай, от каждого по совету. Ну, в принципе, на интеллектуальные кружки хожу раз в неделю туда-сюда. На гитаре играю. На гитаре играешь, молодец. Помогаю, запоминаю Я думаю, что это моторику. тоже, кстати, тренирует Да. память твою, да? Да. А может быть, что-то есть любимое, что ты вот ешь и знаешь, что это помогает? Орехи грецкие там. Орехи? Нет. Нет, ты больше не на питание, а на свои силы делаешь Да, ставку. да. Спасибо. Кюней? Я сильно не напрягаюсь. Живешь по жизни в релаксе. И, как говорится, я на чили, на позитиве, да, нормально. Тоже секретов никаких в питании нет. Я орехи люблю кушать. Орехи любишь? Да. Хорошо, хорошо. Итак, второй вопрос. Развернутый. Я надеюсь, что все готовы слушать внимательно и также отвечать. Это то, что индейцы майя называли чикле. Они делали это из-за тягучего сока дерева сапподила. Они это очень любят, а другие терпеть не могут. А в Сингапуре продажа этого запрещена. И это отпускается только по рецепту врача. В 19 веке, в конце его, американский коммерсант провел рекламную акцию, чтобы продать это. Он давал это бесплатно при покупке мыла и муки. И вскоре это стало популярнее, чем основной продукт, который он торговал. Скорее всего, это хоть раз в жизни вы пробовали, и это, скорее всего, есть у меня в кармане. Жвачка? Молодец! Жевательная резинка. Какая подсказка довела тебя до ответа? Ну, для начала индейцы, у них что, смола, Южная Америка. Потом еще американские коммерсанты продавали. Надо было Молодец! продавать. Жвачку. Сам часто жвачку жуешь? Брекеты нет. Пока брекеты не дает. Киней, ну ты шла к тому, что это жвачка, да? Уже практически поймала эту рыбу жевательную за хвост, но она ускакала от тебя пока что. Итак, интересный факт. Корова может подняться по лестнице, но не может спуститься. Давайте мы не будем как корова, а будем только подниматься вверх по интеллектуальной лестнице. И я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена и фамилии. Может быть, Нобелевская премия. Почему бы и нет? Пулитцерская премия, ректор СФУ и еще что-нибудь. Надеюсь, я хотя бы просто доживу до этого. Не то, что приму в этом участие и буду пускать слезу в кресле качалки старой и говорить, вот когда-то на программе «Эрудит» я видел, как они боролись не на жизнь, а на победу. Итак, дальше у нас пойдут перевертыши. Я читаю текст небольшой, и там нужно его так перевернуть, чтобы получить правильный ответ. Но это из песен, сразу даю подсказку, из песен довольно старых. Поэтому нужно напрячься, чтобы максимально подумать, как правильно фраза звучит. Я, может быть, дам один пример, чтобы вы поняли. Мне танец разрушать и умирать мешает, нам песня строить и жить помогает. Вот. То есть первое, это мы перевернули. Второе, как прямой текст, сложно, но где-то, может быть, вы узнаете, где-то более мемное пойдет. Хорошо? Погнали. Девушек так мало замужем. Где-то надо перевернуть, чтобы понять текст. Еще раз? Девушек так мало замужем. Попробовать перевернуть каждое слово по смыслу. Девушек так мало замужем. Незамужних? Незамужних Что, незамужних? девушек. Нет, нет. Нужно все слова перевернуть. Еще раз. Девушек так мало замужем. Незамужних парней так много. Нет. Парней так много холостых. Да, парней засчитываем. так много. Хорошо. Засчитываем. Подумай о неделях снизу. Подумай о неделях снизу. Сверху. Там песня такая. Ну, старенькая песня. Ваши родители бы ответили. Еще раз. Подумай о неделях снизу. Сверху дней не думай. Нет. Пока нет, пока не могу засчитать. Я предупреждал, что вот это они не знают. Дней верхних не бывает? Ну, нет еще, Киней, подумай еще. Еще раз. Подумай о неделях снизу. Не думай о грядущих днях. Нет. Нет, там слово одно важное не звучало. Подумай о неделях снизу. Не думай о днях. Нет, уже нет. Не думай Давайте о мучить. грядущих. Нет, не помню. Не о... Да, мучить не будем, давайте обрежем. Что там было? В смысле, скипнем. Не думай о минутах свысока. Старикам нигде нет тупика. Старикам нигде нет тупика. Стрик.
Вот вы кто? Вы не старики. Да, переворачивайте каждое слово. Старикам нигде нет тупика. Вот вы? Детям есть дорога? Ну, важное слово не прозвучало, нет. Молодым дорога... Да? Молодым дорога есть? И одно слово важное. Старикам нигде нет тупика. Молодым везде дорога. Да, засчитаем. Ты забыла ужасную вечность. Это из стихотворения, подсказка. Ты забыла ужасную вечность. Я забыл прекрасные дни? Я рядом. Начать нужно с «я», не торопись. Ты забыла ужасную вечность. Ты начала правильно? Я помню чудное мгновение. Молодец. Это кто? Александр Это Федяев. Пушкин. Конечно. Ты ненавидишь мою коровку. Ты ненавидишь мою коровку. А корова, как она? Ну вот, корова есть там в этом предложении. Ой. Ты ненавидишь мою коровку. Только здесь не корова, а что тогда? Корова есть в этом предложении. А нужно заменить ее на другое животное. Ты ненавидишь мою коровку? Да, а там по-другому. Я люблю твою... Я люблю вашу... Нет. Что? Я люблю вашу... Ну, Я не знаю. 3, 2, 1. Я люблю свою лошадку. Я не знаю такого. Ваша Маша тихо смеется. Таня тихо плачет. Наша уронила Таня гречку, Горько мячик. плачет. Горько. Не громко. Ну ладно. По баллу дадим, потому что она сказала тихо, он сказал горько, а на самом деле громко, но засчитываем. Хорошо. Блиц. Просто. Без всякого колдовства. Нажимаем и отвечаем. Хорошо? Ладно. Без переворачиваем. У нас начинается блиц. Я буду быстро говорить, ребята быстро отвечать, а вы по ту сторону экрана проверьте свои эрудиции. Готовы? Да. Выходим на финишную прямую, вы уже бежите к финишу, вам уже протягивают руку судья. Не Итак, надо. из такого металла делают ложки и фигурки для солдатиков. Олово. Да. Ой. Бывает самого разного цвета. Масляная, акварельная, гуашь, краска. Краска. Ой. Да. Самый драгоценный камень, очень твердый. Алмаз? Да. С его помощью можно отыскать иголку в стоге сена. Магнит. Да. Если этот металл сделать тонким слоем и нанести на стекло, получится зеркало. Серебро. Да. Из нее делают сапоги, в которых можно бегать по лужам. Резина. Да. Если забудешь добавить ее в пищу, еда будет безвкусной. Молодец. В старину его называли сладкая соль. Сахар. Да. Ой. Его отыщешь и на дне моря, и в сахарнице. Песок? Кюней. Ага. Без него нет огня. Дым. Да. Слава. Нажал Слава. Его ужасно не любят все неряхи и грязнули. Мыло. Слава. Человек без нее не проживет и 3 дней. Вода. Да. Человек... Даже не верится, что из этой жидкости делают сыр. Молоко. Оба. Именно это вещество светится в темноте. Фосфор. Угу. Название какого нужного школьникам предметом с тюркского переводится как черный камень? Название какого нужного предмета школьникам переводится с тюркского как черный камень? Карандаш. Молодец! Черт. Ага. Какой предмет в школьном классе получил свое название благодаря французскому особо или в отдельности? Вот это слово это в каждом школьном классе это есть. Парта? Да, парта. Ага. И, допустим, давайте, от этого латинского слова получил название пенал. Сложно? Последний сложный? Очень. Да. Латинское слово пенна переводится как перо. И давайте тогда, чтобы закончим, чтобы была победа, чтобы был ответ. Из него сделан ключик, подаренный черепахой. Золото. Молодец, золото. Ой. Итак, пока ребята выдыхают, как и я, как только закончится эфир, я сразу говорю, я потеряю сознание прямо здесь. Ребята понесут меня домой. Итак, пока мы узнаем от моих волшебных эльфов, кто же все-таки побеждает в сегодняшнем невероятном сражении. Я думаю, что ребята, во-первых, пожмут друг другу руки, потому что сражение было более чем равным. Да. Они прямо вместе шли. Самый сложный вопрос, какой был для тебя, Слава? Не знаю даже. Все интересные. Все интересные? Кюней? Они все сложные. Все сложные, все интересные и все сложные. Но какие-то вопросы, возможно, ребята смогут потом блеснуть в компании или рассказать своим друзьям, что вот это вот было сложно, а вот это было интересно.
Так что здесь, на телеканале Якутия-24, в передаче «Эрудит», которая наконец-то подошла к финалу, потому что, я говорю, наконец-то, вас ждут много других эфиров. Если вы не видели, обязательно пересмотрите. А в следующем году мы будем снимать второй сезон. Так что интересуйтесь, что будет дальше, кто будет участвовать, что будут делать там наши чемпионы. Возможно, какая-то роль тоже им будет там предписана, мотивационная речь или какая-то, может быть, история с лайфхаками. Сейчас мы назовем победителя и отдадим ему достойные призы. И второго места тоже будут достойные призы. Итак, волнительный момент. Барабанная дробь. Ребята, конечно же, как и я, переживают. И у нас нет сегодня проигравших. И вы, телезрители, и наши участники, и я, мы все сегодня победили. Но мы должны назвать это имя, мы должны того назвать, кто пробрался на самый верх нашей с вами интеллектуальной горы и ответил на большое количество вопросов, на которые бы я, наверное, не ответил никогда. И это Владислав Лебедев. Слава, я тебя поздравляю, прими мои поздравления, прими наши все призы. А я напоминаю, что у нас за призы. У нас, во-первых, подписка от Ростелеком лицей. У нас приз от Северо-Восточного федерального университета, который дает квоту на дополнительное образование. У нас приз от ВИНК и, конечно же, наша грамота от НВК. Но совсем в спину просто бежала за Славой и едва не дотянулась до кнопки финиша раньше, чем Слава. Это Кюней Заблоцкая, которую я тоже поздравляю и вручаю ей очень важные призы. Кюней, я тебя поздравляю. Ты боролась как лев. Вот. Как говорится, ребята, любая интеллектуальная передача выявляет сильнейшего. Вот. Я надеюсь, что вы следили внимательно за успехом наших с вами гладиаторов. Читайте книги, любите жизнь. Не забывайте, что образование зависит от вас. И с наступающим Новым годом! Пока!